В 2022 году компания «Альянс Алтын» отмечает свое 7-летие. Она учреждена в июне 2015 и зарегистрирована в Таласской области. В августе того же года «Альянс Алтын» получил лицензию на разработку золоторудного месторождения Джеруй. Открытые горные работы начаты в октябре 2019, а полноценный запуск золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища состоялся в марте 2021 года. Торжественное открытие Таласского золоторудного комбината прошло в прямом эфире с участием президентов Кыргызстана и России. Владимир Ильич, уважаемый Садыр Нургажоевич, разрешите запуск Таласского золоторудного комбината месторождения Джеруй. Начинается? Разрешаю. Общий объем платежей в бюджет и внебюджетные фонды с 2015 по март 2002 года составил 5 миллиардов 364 миллиона 700 тысяч сомов. Это помимо 100 миллионов долларов, которые компания выплатила государству за право пользования недрами. «Альянс Алтын» подписал соглашение о соцпакете с полномочным представительством правительства Кыргызстана в Таласской области. С момента выдачи лицензии до сегодняшнего дня компания перечислила 750 миллионов сомов в фонд Бакубат-Талас, через который реализуются проекты в разных направлениях. За 2021 год предприятием произведено 2776 килограммов афинированного золота, а за январь-апрель 2022 года 1443 килограмма. В настоящее время на месторождении Джеруй работает 707 сотрудников ОСО «Альянс Алтын», 60% из которых жители Таласской области. Работники с иностранным гражданством составляют 3% от общей численности персонала. С учетом подрядных организаций на месторождении трудятся более 1200 человек. Вопросы экологии и охраны окружающей среды являются приоритетными в деятельности «Альянс Алтына». На золотоизвлекательной фабрике применены самые современные технологии по обезвреживанию и фильтрации конечных хвостов с последующим складированием полусухих кеков на хвостохранилище. К слову, хвостохранилище на Джеруе – одно из самых безопасных не только в Кыргызстане, но и во всем СНГ и предусматривает несколько уровней защиты. Мультипликативный эффект от деятельности «Альянс Алтына», в том числе через фонд Бакубат-Талас, налицо. В Таласской области открываются новые предприятия, создаются рабочие места, снижается уровень миграции и повышается благосостояние населения. Все это в целом положительно влияет на социально-экономическое положение данного региона. По итогам 2021 года доходная часть бюджета области превысила 2 миллиарда 800 миллионов сомов. Для сравнения, в 2020 году эти показатели были на уровне 860 миллионов сомов. Ежегодно компания «Альянс Алтын» через фонд Бакубат-Талас выделяет 150 миллионов сомов на строительство новых и ремонт старых социальных объектов, улучшение инфраструктуры, выдачу возвратных займов малому и среднему бизнесу, необходимым медицинским оборудованием, мебелью и лекарственными препаратами. Бакубат-Талас обеспечил Таласскую областную объединенную больницу. Почти 1 миллион сомов выделено на бесплатное маммографическое обследование женщин области. Основная цель – профилактика и выявление рака молочной железы на ранних стадиях. Фонд Бакубат-Талас на систематической основе оказывает материально-техническую поддержку областному управлению МВД. В Бекмалдинском Айлок-Мыту был открыт новый участковый пункт милиции, а по всей области установлены камеры видеонаблюдения. При поддержке компании «Альянс Алтын» усилена работа по сохранению и восстановлению популяции диких животных, в том числе краснокнижных, обитающих близ месторождения Джеруй. Установка шлагбаума и поддержка местного общества охотников и рыболовов способствовали пресечению деятельности браконьеров. Выдача лицензий на охоту на сегодняшний день запрещена. В скором времени будет реализован экологический проект по зарыблению рек Таласской области амударинской форелью. Прозрачная деятельность, добросовестное выполнение своих обязательств в качестве инвестора, бережное отношение к экологии Кыргызстана, заинтересованность в улучшении социально-экономического положения Таласской области – все это отличительные черты «Альянс Алтына». Компания вернула доверие кыргызстанцев к иностранному инвестору и веру в то, что богатства страны действительно могут служить во благо народа.